В прямом эфире МТС Новости, в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Садыр Джапаров, избранный президентом нашей республики, продолжает получать поздравления после одержанной победы на выборах. Его поздравил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Он отметил, что готов прилагать усилия к укреплению сотрудничества между нашими странами и продолжать совместные действия по реализации проекта «Один пояс, один путь». Также он пожелал здоровья Джапарову, а народу Кыргызстана – процветания. Успехов Садыру Джапарову пожелала и глава Республики Беларусь. Александр Лукашенко выразил надежду, что деятельность новоизбранного главы Кыргызстана будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста суверенной республики. Ну а Беларусь впредь готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном, как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате. Аналогичные намерения выразило руководство Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан напомнил, что двусторонние отношения между нашими странами вышли на уровень стратегического партнерства и выразил надежду, что этот вектор будет продолжен. В Каракольдже неизвестные совершили вооруженное нападение на милиционеров. Инцидент произошел минувшей ночью. При этом преступник словно охотился на правоохранителей. Сначала огнестрельное ранение из охотничьего ружья 16-го калибра получил инспектор по делам несовершеннолетних. В момент выстрела он находился в машине. Когда ему на помощь подъехали коллеги, едва покинув автомобиль, следователь оперслужбы тоже был ранен. Следователь успел произвести ответный выстрел в сторону нападавшего, но тот скрылся. Оба потерпевших госпитализированы в районную больницу, а по факту нападения возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Район сразу же был оцеплен и объявлен план перехват. Столичной милиции также не приходится сидеть без работы и бороться с преступностью, которая в последнее время растет. Целую банду членов ОПГ, которые промышляли кражами ценных вещей из автомобилей, задержали сотрудники ГУВД. Факты многочисленных преступлений попадали на видеокамеры внешнего наблюдения. Несмотря на то, что бандиты тщательно скрывали свои лица и заметали следы, милиционеры разыскали подозреваемых. Ими оказались 4 парня – 28, 21 и 18 лет. Трое из них ранее уже были судимы. По показаниям одного из подозреваемых мошенников, они применяли специальное электронное устройство, которое могло заменять практически любой пульт сигнализации от автомашины. Проникали в авто и забирали барсетки, кошельки и любые другие ценные вещи. Трагический случай произошел накануне на горнолыжной базе близ города Каракол. 13-летний мальчик погиб, катаясь на лыжах. Сотрудники следственно-оперативной группы после изучения всех обстоятельств произошедшего рассказали, что мальчик и его мама 3 января приехали из города Нур-Султан Казахской республики в гости к родственникам в Токмок. Семья решила отправиться на отдых на горнолыжный курорт. Накануне около часу дня несовершеннолетний лыжник поднялся на подъемнике на высоту 3040 метров и совершил спуск по западной трассе. Примерно на высоте 2700 метров при повороте с западной на восточную трассу он на большой скорости врезался в ель. При внешнем осмотре специалист медико-санитарной экспертизы установил, что у пострадавшего перелом шеи и конечностей. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Милиция, медики и спасатели вновь призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей на лыжных трассах без сопровождения, а также неопытных лыжников и бордистов воздержаться от катания на трассах сложной категории. Семейная драма переросла в убийство и попытку самоубийства. В Тюпе, как предполагает следствие, супруг задушил жену из ревности, а после выпил яд. В УВД области рассказали, что мужчина выжил. О случае милиции стало известно 9 января. Подозреваемый 45 лет находится в реанимации районной больницы. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Убийство». Начато досудебное производство. При пожаре в частной клинике в Узгене пострадал мужчина. Одну медсестру и 11 пациентов пришлось эвакуировать. По информации МЧС, возгорание в частной больнице началось после 6 вечера. На место выехали 2 пожарных расчета. В 19:02 пожар был локализован. К этому моменту из пожарного отдела в селе Куршап присоединилась еще одна единица техники с бригадой. К 9:30 огонь потушили. Пожар затронул 16 палат и кровлю. Выгорело 507 квадратных метров площади строения. 74-летнему мужчине обожгло обе руки и лицо. Всем эвакуированным гражданам оказана амбулаторная помощь. Сейчас они находятся дома. Причины пожара выясняются.
Ученики Бишкека смогут ходить в школу по желанию. Об этом сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева. На сегодня, по ее словам, решено, что вернуться к реальному формату обучения с 18 января разрешено 1, 5, 9 и 11 параллелям. Разрешение на такое усеченное возобновление уроков в столичных школах выдали Министерство здравоохранения и образования. ЦГСН подготовил соответствующее санитарное предписание. Там полностью расписан регламент учебного процесса. Классы будет делиться на 2 подгруппы, а в зданиях соблюдаться жесткий санитарный режим. Родители, которые боятся отпускать своих детей на живые занятия, могут оставить их на удаленке, для чего камера, установленная в кабинете, будет транслировать ход занятия. В течение 2 недель будет идти мониторинг ситуации, и если не случится заражений коронавирусом, другие параллели тоже поэтапно будут возвращать к обычному типу обучения. При регистрации в классе хоть у одного ребенка симптомов COVID-19 учащиеся уйдут на карантин. Что касается всей республики, то из 2150 школ уже более 2000 обучаются в традиционном формате, преимущественно в областях. Это решение принимается на местном уровне с учетом локальной эпидемиологической обстановки. 15 сомов за проезд или маршрутчики не выйдут на работу. Такие условия они поставили в мэрии города Бишкек, заявив, что цена на все и прежде всего на топливо и запчасти выросла, а тариф не менялся вот уже 9 лет. С требованием повысить стоимость оплаты на проезд маршрутных такси их водители выступают периодически вот уже несколько лет. Однако в мэрии каждый раз им отвечают, что это непопулярные меры, и население может отреагировать на них митингами и протестами, чего опасаются чиновники. Этот вопрос снова обсуждался накануне водителями с муниципальными чиновниками. Последние объяснили, что повышение цен на проезд за 2-3 дня не решить. Это решение на своем заседании принимает Горкинеш, чему предшествует долгая процедура обсуждения проекта, в том числе и общественного. В нем должны быть представлены расчеты и обоснования. Менее сотни новых случаев COVID-19 выявлено за последние сутки по республике. Тенденция, как отмечают в республиканском штабе, показывает спад. Однако там призывают граждан ни в коем случае не ослаблять меры предосторожности, носить маски, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки и предметы санитайзером. Лишь по несколько человек выявлено в областях, а больше всего новых пациентов вновь в Бишкеке – 51 человек. 1 летальный исход также в столице. Всего с марта прошлого года по республике от коронавируса скончалось 1375 кыргызстанцев. Человек, позволяющий себе нецензурные речи, еще и в формате видеопередачи, недостоин звания отличника культуры, посчитали в Министерстве культуры республики. Там решили отозвать у певца Курала Чокоева этот нагрудный знак, присвоенный ему в 2011 году. Соответствующий приказ подписал министр Нурджигит Кадырбеков. Теперь же в аппарат президента направлено предложение лишить звания заслуженного артиста Кыргызской республики Кайрата Примбердиева, присвоенное ему в 2017 году. Кроме этого, Минкультура решила учинить им тотальный бойкот с тем, чтобы их даже не приглашали участвовать в культурных мероприятиях государственного уровня. Такие своего рода гонения на них обрушились после выпуска ими новой передачи, в которой гости и ведущие используют ненормативную лексику. Однако многочисленные фанаты исполнителей призвали ведомство прекратить травлю на них, отметив, что, возможно, участие в этой передаче было действительно плохим и ошибочным опытом в карьере этих талантливых артистов. Однако этим нельзя перечеркнуть их прежние достижения и вклад в сферу искусства республики. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Увидимся.